Доброго дня, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Якутия-24». Старая добрая программа «Один из нас». И сегодня один из нас в моем лице, в лице горожанина с энным количеством, скажем, лет проживания в этом славном городе, встречает в темной студии практически весь блок городского хозяйства, ЖКХ, блок ЖКХ, который руководит которым заместитель главы города Егор Ефимович Кардашевский. Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Представляем также Максима Александровича, фамилия Шамоев. Шамоев, руководитель департамента ЖКХ. То есть те подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу структур ЖКХ. И по работе с территориями Владислав Григорьевич Слепцов. Владислав Григорьевич Слепцов. Здравствуйте. Ну, я немножко отошел, скажем так, от дел мэрии. Кстати говоря, скоро будут запрещать, говорит, мэрия и так далее. Да? То есть тенденции определенно такие. Но на этой неделе руководство города стали ньюсмейкерами в достаточно плотной степени в связи с состоянием не только дорог, но и территорий, которые... Я вот позавчера, по-моему, выходил, мы записываемся в среду. Буквально вчера же еще был снег, да? То есть 25 числа с утра шел снег. Ночью тоже сегодня был снег. Да, это припорошило немножко же, да? Да. Но на моей памяти 1 мая был снег, в 10 или в 11 году, во время первомайской демонстрации шел снег. И в целом, наверное, такого количества осадков, ну, говорят, за все время наблюдений не наблюдалось, да? Давайте начнем с этого. Вот количество осадков и как оно влияет. Ну, полностью с вами согласен, Дмитрий. За историю города Якутска ни разу таких объемов не было в части выпадения осадков. То есть, если исходить из данных гидрометеослужбы нашей, за февраль месяц при норме осадков 9 мм у нас выпало 18 мм. При норме осадков за март месяц 6 мм у нас выпало 28 мм. Ну, то есть, это практически в 5 раз больше. И апрель месяц у нас еще не завершился. Мы сами видели, в эту ночь у нас снег все еще выпал. Сейчас, по данным, у нас выпало практически 19 миллиметров. Опять же, норма у нас составляла 8 миллиметров. Ну, это вот 2 раза. Выше двухкратного. Но в связи с этим, конечно, прогноз мы все прекрасно понимаем. Дело неблагодарное. Очень. В связи с этим также то, что вот идет критика от населения, почему раньше не думали, почему не предпринимали меры, ну, я с этим не соглашусь, в связи с тем, что колоссальный объем снега был вывезен с территории городского округа. Это мы и учитываем, и Тулагина, и различные пригороды. Не только про центр города мы говорим. На сегодняшний момент практически 850 тысяч кубов вывезено. При предыдущие годы, скажем, давайте мы озвучим цифру. Если брать статистику прошлых лет, за 2020-2021 год, у нас, то есть за 2021 у нас было вывезено 500 тысяч кубов. В 2020 году у нас, то есть с 2020 на 2021 у нас было вывезено 586 тысяч кубов, и мы тогда говорили, что это колоссальный тоже рекорд по вывозу снега. Но в этом году мы этот рекорд побили, и причем отрыв значительный, практически 300 тысяч кубов. При том, что ранее, вот, где-то в 15-16 годах вывозилось только 300 тысяч кубов. Я хотел бы в этой связи еще раз, вопрос. Я вообще с федеральными структурами, типа управления гидрометслужбы и так далее, не общаюсь в такой степени, как надо было бы. Да? На сайте ГМС, по-моему, в марте, если я не ошибаюсь, стояло в пределах нормы. И все мы помним, какой был март. Да? Сколько наваливало. В марте я начал вот свою частную подворью выносить за пределы, да, и потом вынес еще 2 раза столько же, который запланировал. Это, скажем, среднестатистический горожанин, который живет в частном секторе, тратит, потратил я, получается, порядка 40 тысяч за вывоз снега, который сошел только с крыши.
То есть здесь на самом деле... А теперь посмотрим, сравним объемы снега, которые на дорогах, которые в прилегающих во всех этих местах и так далее. То есть в денежном исчислении здесь огромное море средств. Конечно, конечно. Те средства, которые направлялись и направляются, ну, сейчас я подытожить не могу, потому что мы с этими условиями полностью еще ситуацию не выправили. У нас, как сказать, сейчас мы центры практически, у нас подсух уже, можно сказать. Второй этап мы заходим, это на окраины, это те же наши традиционные проблемные места. 17-й квартал, автодорожный округ, Залог, Саесары. Сейчас мы над ними плотно работаем. Ну и в дальнейшем у нас пойдет, конечно, частный сектор. Угу. Смотрим на мое облачение. Да? Я 26 апреля я хожу в водонепроницаемых ботинках, потому что просто элементарно дорогу перейти, скажем так, в гражданской обуви чревато. Там тем, что простыть там, и так далее. Больничные слабо оплачиваются. Это нам не надо. Наледи. То есть пожилым людям очень проблемно, скажем так, кто один живет и так далее, просто выйти из дома. Наледи. Вот этот колоссальный объем осадков, который он не только на дорогах, он еще и на дворовых территориях скапливается, и все на свете. Я задам, как человек с огромным опытом общения, скажем так, с городскими структурами. Где управы? Управы работают, вывозят. Вот, например, в этом году было вывезено 260 тысяч кубических метров снега. Силами управ? Силами управ и управляющих компаний. Угу. Нами также велись претензионная работа, информационная работа с частным сектором, плюс с управляющими компаниями и с ресурсоснабжающими организациями. В части уборки наледей у нас же с 1 февраля был объявлен трехмесячник санитарной очистки. Еженедельно у нас проводились штабы. И начиная с середины марта мы начали проводить штабы уже ежедневно. Поэтому информация у нас сводилась по всем управам, кто сколько вывез. И в этом году, как я сказал, уже 262 тысячи мы вывезли. Да? В прошлом году объем был 180 тысяч. То есть почти в 2 раза у нас увеличение идет. Угу. Это силами управ и управляющих компаний, как вы говорите. Да, и плюс с частного сектора они тоже вывозили. С частным сектором, те, которые, скажем так, со двора вытащили, на улице оставили, как с ними бороться? С ними только, нами было... Подавать в административную комиссию? Да, там наши управы составляют акты и направляют в административную комиссию. Угу. Это, получается, нарушение правил благоустройства по статье 6.25 Кодекса о административных правонарушениях. К сожалению, штраф там не такой большой, поэтому продолжают они нарушать. С начала трехмесячника мы составили порядка 50 протоколов. То есть порядка 50, скажем так, домовладений внесли определенную лепту в виде штрафа за несвоевременный вывоз снега, который с прилегающей территории был на дорогу, грубо говоря, вывален. Дмитрий, можно я дополню? Да? Просто есть такие инциденты, то, что сами же горожане говорят, да мне дешевле вывезти снег на дорогу возле своего частного дома, вы меня оштрафуйте, и все, я вопрос решу так. Чем привлекать какое-то стороннее предприятие с самосвалами, с погрузчиком. Есть такие горожане, я не говорю то, что это все. Основная часть, конечно, где мы предоставляем памятки или информационные письма, они сознательно проявляют, да? Вдумчиво вчитываются, понимают, осознают то, что они не одни находятся в городе, и вывозят снег. Есть у нас инциденты, опять же, такие, то что я вывез снег с частного дома, да, сейчас это сфотографирую, опубликую в различных СМИ, вы сейчас как миленькие пробежите и это уберете. Тоже. То есть элемент шантажа даже информационного. Да. Угу. Угу. У нас например, управы еще по конкретной улице прошлись, вывезли снег, и некоторые несознательные граждане берут и после того, как убрали снег, еще вывозят туда. На таких, если мы поймаем, тогда составляется на них акт. Но штраф-то какой?
3000 рублей. 3000 рублей. Ага. Вывести, еще раз говорю, я потратил порядка 40 там, с погрузчиком. Ну, это, Две машины. это же, Дмитрий, все зависит, сколько осадков выпало. Да, я и говорю осадка. А вам не приходило в голову там в срочном порядке собраться всем вот этой вот компанией, да выехать в город Алдан? Город Алдан? Перенимать опыт. Потому что там сугробы, ну, каждый год. Ну, мы, Дмитрий, вы можете сейчас сами съездить в город Алдан, посмотреть, я думаю, там ситуация не хуже и не лучше. Ну, она там каждый год. Ну, Каждый год. То есть я в прошлом году работал вот с конкретными дорожными организациями, которые увозят. Там снеговой полигон, там здоровенный такой, в высоту шестиэтажного дома глыбы висят. Вообще, я думаю, что вот то, что юг Якутии у нас всегда заснежено, недаром же там олимпийская сборная тренируется, да? Ну, Дмитрий, я жил и работал в Алдане 2 года, поэтому знаю, как там ситуация Сопоставимо обстоит. или нет? Там объемов, конечно, много, да, но у них же горная местность. И там есть ливневки, которые все стекает вниз Рельефно. сразу. Да, а у нас ну, климат совсем другой. Там и вечной мерзлоты у них нету. Поэтому... Ну да, подвалы есть. А по ливневкам, городской канал состояния, как вы оцениваете? Вообще какие-то работы предусмотрены или нет? Потому что ну, с мест раздаются различные сигналы. Там трубу закопали, там засыпали и так далее. И так далее. Нет, это всегда было, кстати. да, не только ваше правление. И это всегда было и будет, и есть. Да, ну вот по сей день, например, строителей 20, да, там водопропускная труба. Индивидуальный предприниматель построил там ресторан, ну и благополучно это все закопал. Сейчас мы, конечно, там героически все это ковыряем, пропариваем. Ну, тут, конечно, и мы не доглядели, ну и коммерсант уже себя как-то неправильно, неграмотно повел, потому что его же территорию сейчас начинают затапливать. А в целом по городскому каналу, ну, городской канал, как был обустроен, ну, мы его поддерживаем. Мы его не модернизируем, не реконструируем, мы его поддерживаем хотя бы в работоспособном состоянии. А тему вот в целом ливневой канализации, ну, Дмитрий, вы сами прекрасно знаете, то, что на одно проектирование там нам практически надо свыше 563 миллионов рублей. Ну и по ориентировочной оценке специалистов на строительно-монтажные работы 9,4 миллиарда рублей. Да, вот было же озвучена цифра в 10 миллиардов, которую Евгений Николаевич на пропускные какие-то системы, которые значительно облегчили бы не только коммунальным службам, на самом деле, но и горожанам обычным тоже. Потому что мы исходим, опять же, еще раз, вышел человек за хлебом, его обрызгала машина, ну, настроение испорчено на весь вечер, на весь день, если не месяц. Хорошо. Вот эти субботники, да, которые в достаточно авральном порядке. На самом деле, идея субботников – это всегда хорошо, потому что мы всегда помним, что 22 апреля, там, 23, 22 по 25 всегда были организованы городские субботники. Ну, ладно, одно дело ковыряться, там, извиняюсь, по клумбам окурки собирать, да, или там обертки от конфет в лучшем случае. А другое дело, не приспособленный, скажем так, в виде с детских садов и школ снег выгребать. Вот это вообще очень замечательная идея, организация вот этих субботников. Нет, ну, субботники, смотрите, в Потому целом... что пройди они чуть раньше, согласитесь, чуть раньше. В игровой форме слепи снеговика, потом утилизируй его, типа такого, да? Все было бы не так плачевно. Dмитрий, смотрите, ну, опять же, это как преподносят информацию. Да. Да? Субботники, они были, есть и будут тоже. И они у нас, начиная с ранней весны до поздней осени идут. Еженедельная по пятницам. Определенные у нас структуры закреплены за территориями. То есть независимо от форм собственности, это и федеральные структуры, республиканские, юридические лица, предприниматели, множество организаций. За ними, за каждым закреплены территории. И мы это проводим как бы соревновательный метод. То есть кто больше берет, кто быстрее, кто качественнее. И, конечно, там в дальнейшем уже самых активных награждаем. А то, что ну, по снегу, ну вы же сами, Дмитрий, подтверждаете факт, то, что снег идет, и идет, и идет, и идет. Я никогда не помню такого, чтобы, реально говорю, ну, каждое утро. То есть был же определенный момент в марте, в конце марта, да, когда-то опять снег, снова снег. Белые такие красивые хлопья, которые доставляют столько, на самом деле, проблем.
Товарищи руководители жилищно-коммунального блока мэрии, у нас, не буду говорить, на самом деле Дмитрия Дмитриевича я очень уважаю, да, потому что бок о бок с ним там асфальтировали дорогу на Покровском тракте, после которой реконструкция была проделана, и прочее. Человек появился в мэрии, и мы все видели, были свидетелями того, что растиражировано вот этими СМИ распоряжения, которые он говорил, критика в адрес руководителей городского хозяйства, да, которую он озвучил. Как вы считаете, обоснованно или нет? Как у вас вообще взаимоотношения с вышестоящими структурами складываются? Ну, с первым заместителем председателя правительства Дмитрием Дмитриевичем Садовником у нас отношения, ну, как у коммунальщиков какие. Мы чистые коммунальщики, у нас все на звонки. То есть, когда мы с ним объезд осуществляли, даже вот по городу, просто я ему показал, давайте заедем на Вилюйский переулок, где у нас временный снежный полигон, посмотрите. Он сам удивился. Но он мне сказал, то, что за мое время мы ни разу так не завозили. А про 50 лет советской армии, ну, там и всем понятно, наверное. А то, что с другими структурами, министерствами, у нас связь тесно поставлена. Даже вот исходя из той ситуации, которая на сейчас сложилась, правительство закрепило за каждым территориальным органом управления определенное министерство. То есть при просьбе или какой-то проблематике появления министерство подключается и совместно они начинают решать этот вопрос. Стоп, а как они подключаются? В виде выделения техники, это у нас, ну, АСМ, погрузчики, самосвалы или люди. То есть те же субботники. Ну, Министерство молодежи, например, провело в Кангаласах большой субботник. Ну, чисто личным составом, да? Не было такого, чтобы они просили ту же коммунальную технику? У кого? У ваших же? Нет, ну, конечно, мы изначально сразу сказали о том, что у нас наша техника на пределе. Нам нужна дополнительно. А то, что мы, ну, в одном кругу как-то, ну, это же не дело. Согласен абсолютно. Смотрите, я очень люблю объезды, да? Море их провел, вернее, участвовал. Последние разы, ну да, я завершающий раз прокатился с Евгением Николаевичем. Ну, там по дорожному строительству, по развитию территории, там, о том, как сеть вообще развивается и так далее. Все, на этом заглохло. Я вообще к теме вот этих обходов, объездов рабочих, там, выездных каких-то вот этих моментов и так далее. Почему? Почему, товарищ Кардашевский, так уменьшилось количество вот этих... Потому что все познается на местах, все познается. Та же Сардана Владимировна, да, регулярно там таскала по всяким вот этим строительствам дорог и так далее, и так далее. Регулярно. Ну, Дмитрий, суть вопроса я понял. Объезд я непосредственно сам осуществляю каждое утро до 8 и вечернее время после 7. То есть предварительно те вечерние задачи, какие поставил, я смотрю утром исполнение. Потому что мы сейчас работаем в круглосуточном режиме. Вы подключаете тогда, скажем так, информационный блок, да, чтобы, ну, по крайней мере, не так было, там, молчали, вдруг бац, оказывается, тут труба, скажем, вырыта и на 40 сантиметров поднята, да, в конце концов. Потому что это же одна из форм обратной связи с населением, одна из форм, скажем так, того, что называется держать руку на пульсе. Ну, исходя из вашего опыта, конечно, замечания приняты, будем в этом направлении двигаться. Затронули тему снежных полигонов. Да, я вот недаром сравнил, и хорошо, что у Владислава Григорьевича есть опыт, я своими глазами видел, какие полигоны в Алдане там и так далее. Да? Почему так был затянут вопрос с выделением дополнительного полигона? Нет, смотрите, он не затянут. Потому что 50 лет советской армии, он был завален еще в феврале. Согласитесь? Потом началась история с Вилюйским, потом вот Хатын-Урях. Нет, в феврале он не был завален. Была проблема в том, что тенденция была в обустройстве. Именно просто шли большие потоки машин. Вот этот первый, ну, то есть там же пирог, как пирог делается слоями, он не успевал промерзать, слой.
Из-за этого машины начинали проваливаться. Запускали по 3, по 4 машины, не всех массово. В феврале такой проблематики не было. Но мы заранее уже думали не о том, что будут большие осадки, а мы планировали о том, чтобы быстро и оперативно вывести. Мы из-за этого начали открывать временные полигоны. Это мы открыли даже вот на перекрестке Белинского и Петровского, где тоже в средствах массовой информации шумиха пошла, то, что снег завозят, потом бросят. Мы полностью оттуда вывезли. Опять же, у нас сейчас в средствах массовой информации распространяется о том, что снег не вывезли. Ну, я туда прям журналистов привез, показал. Ну, не знаю, население у нас так воспринимает. Конечно, там снег на строительной площадке остался, ну, и он растаял. Может, считает из-за этого. Ну, у каждого свое видение. А по открытию полигона на Вилюйском переулке, мы его в начале марта открыли. А Хатынку? Хатын-Урях уже где-то в апреле. Ну, то есть в конце марта, начале апреля. То есть разрыв между ними не был столь существенным, да? Нет, нет. А там не было вот этого, скажем так, волшебного момента, когда Дмитрий Дмитриевич Садовников приехал, посмотрел Вилюйку, и только после этого начали предприниматься определенные... Нет, Дмитрий, полностью вас уверяю, это без Дмитрия Дмитриевича мы сами отрабатывали заранее, планово. И еще раз говорю, вот опять же, на перекресток Белинского, Петровского, для чего мы туда завозили снег? Чтобы у нас техника быстрее бегала, укоротить плечо. В ночное время, когда нет у нас трафика машин, мы вывозили уже на дорогу. Уроки какие-то извлечены по вот, обустройству полигонов и того, что, мало ли какой климат, мы же не управляем вообще природой как таковой, да? Вдруг следующий год будет еще сложнее. Ну, в целом, хочу сказать, тенденция идет у нас такая, то, что осадков ежегодно у нас все больше и больше и больше становится. Конечно, мы уроки извлекаем из этого и будем, опять же, планировать, продумывать уже не как временные, а постоянные стационарные полигоны. И это будем с правительством республики отрабатывать, непосредственно с Министерством экологии. Ну, потому что надзорный орган, там тоже свои нюансы возникают. Ну, нельзя взять и сказать, я хочу здесь полигон поставить. Надо учитывать и мнение, конечно, близлежащего населения. Вот на тех мероприятиях, которые я упоминал, это 13-й год был, да, то есть 10 лет тому назад, бок о бок с Дмитрием Дмитриевичем Садовниковым Амирхан Яндиев, Мухарбекович. да, тоже лопатой махал, да. Ну, в принципе, контакты с руководителями коммунальных служб и так далее достаточно такие хорошие. И, в принципе, видим, как мы стараемся освещать, потому что труд у них огромный, да, вот это и пыль убрать. Кстати, вот это нововведение, вот этот отсев на перекрестках, да, это одно из плюсов, потому что, представьте, прошлые годы там и так далее, все месили бы грязь вот с песком напополам. Ну, вы заметили... Одно из прогрессивных, да, вот этих решений, которые я же должен быть объективным, да, это на самом деле очень хорошо. Но я так понял, мощностей Якутдорстрой не хватает. Тут даже не то, что те мощности, которые у него на сегодня есть, они рассчитаны вот на среднестатистические осадки. Но мы видели то, что снега, конечно, много. Из-за этого дополнительно привлекали технику стороннюю, различных предпринимателей, с самосвалами, с погрузчиками. То есть мы, та, которая техника была, и возможно было заключить с ней договоры, заключались. Ну, прекрасно надо понимать, то, что самосвалы у нас и бегают на завоз различных инертных материалов. Также для потребностей города Якутска. Я все-таки вот насчет министерств, которые уже жилкомсервис, фекалки просили и так далее, не зря упомянул, да, потому что как у нас же целая команда работает, там редактора и так далее, да, по запросам, допустим, жилкомсервис, по запросам Якутдорстрой, какие-то странные вообще явления происходят. То, что у них огромные долги и чуть ли не о банкротстве речь идет. Ну, в целом, да, вообще содержание дорог, оно недоходное. Абсолютно согласен. То есть, нужно было понимать расценки, нужно было учитывать то, что у нас каждый год отчитываемся там 48 километров, там 200, общесуммарно 200 с чем-то километров новых дорог, да? Это плюсом к тем объемам, которые были. Нет, смотрите, в прошлом году
непосредственно поддержки Арсения Сергеевича, правительства республики, на столичные функции были дополнительно выделены средства из республиканского бюджета. Также, если мы задеваем расценки, исходя из действующих цен, мы эти расценки все привели в порядок. Также и штатное расписание нашего предприятия, ну, так, чтобы он мог конкурировать с другими. Потому что, да, мы тоже прекрасно понимаем, те же грейдеристы, да, ну, это как космонавты, можно сказать, у нас на территории города Якутска. Их, ну, штучный продукт. Ну да. И мы должны и будем конкурировать с другими предприятиями и организациями. То есть, ну, зарплата поднята непосредственно вот работягам, так скажем. В этом направлении работаем. Я к тому, что еще раз, мы же рассматриваем какие-то информационные моменты. Да, Якутдорстрой не строит дороги, строит главстрой. Насколько я понимаю же, да? Все верно. Да, Якутдорстрой содержит, ну, единственное, что он не делает ямочный ремонт, которого нынче летом, по-моему, будет очень много, потому что тут проехал, бац, упал, да, тут того и так далее. Но к справедливости, скажем так, вот проспект Ленина, который, ну, постоянно тонули вот этих в Венеции. Ну, перекресток да. Амосова и Ленина. проспекта Ленина, он сухой практически, да? Он сухой. Все те моменты, которые, ну, люди же со скепсисом говорили, будет ли вот эта ливневка работать там и так далее. Ну, смотрим, сейчас сухо. Но еще раз говорю, вот эти, все-таки вы не подтвердили информацию. Что с этими коммунальными предприятиями? Потому что это сердце коммунальных служб города. Жилкомсервис, который занимается всеми фекалками, там, туда-сё и так далее, отловом бродящих животных. Откуда у него долги? Якутдорстрой, откуда у него долги? Ну, долги, смотрите, долги, конечно, у таких организаций, ну, они занимаются, грубо говоря, социальной частью города Якутска, именно в хозяйственной части. Она никогда не бывает доходной. Долги будут и есть, но мы в окружной администрации ежегодно предусматриваем дополнительные средства. Субсидии. И субсидии, и ну, да, в основном субсидии, конечно, и доводим до них, чтобы, ну, предприятия наши стояли не на коленях, хотя бы-то на плаву, ну и могли в любых моментах оперативно действовать. Ну, мы прекрасно понимаем, то, что без денег, ну, никто ничего не сможет сделать. Давайте исходить из того, что вот Дмитрий Дмитриевич, вы говорите, в 2013 году у них вот по истории где-то 5-6 ППУ только было задействовано на пропарку талых ливневых вод. У нас на сегодняшний момент от 10 до 14. Ну, тоже от моментов зависит. То есть мощность наращивается? Конечно, конечно, однозначно. Ну, и у нас и город растет. Также, если по спецтехнике брать, да, вот, большое правильное решение было организовано в части обновления коммунальной и закупа новой техники, именно коммунальной, да, это для Якутдорстроя, для Жилкомсервиса. Если бы этой техники не было, я не знаю, ну, ситуация была бы очень плачевная. Так что, ну, исходя из этих решений, я думаю, мы в целом ту ситуацию, которую, например, в Магадане, они объявили ЧС, когда у них осадки выпали только в 2 раза больше, да, они объявили ЧС. Ну, мы не допустим. То есть речь о введении там чрезвычайной ситуации не шла и не будет идти? Ну, Дмитрий, мы же все горожане видим, что в городе, то есть город сейчас в каком состоянии. Вы думаете, требуется вводить режим чрезвычайной ситуации? Ну, абсолютно нет никаких, скажем так, объективных. А так, с 5 апреля мы объявили режим повышенной готовности. Это предчувствие в части ЖКХ? Да. Угу. Максим Александрович подозрительно молчит. Может, есть еще что добавить? Вот, вы же слышали абсолютно те моменты. Какие меры поддержки будут по отношению к 2 столпам городской коммуналки? Так, ну, добрый вечер, да, Дмитрий? Ну, меры у нас, как бы, да, как Егор Ефимович сказал, то, что расценки по линии Якутдорстроя, да, это полностью как бы муниципальный заказ по содержанию уличной дорожной сети. В этом году была проделана большая работа, расценки были выровнены, да.
те затраты, которые... То есть сейчас предприятие возмещается фактические затраты. То есть в текущем году он убытки не несет. То есть сейчас будет расчет по перевывозу снега, соответственно, конечно. И задача муниципалитета все эти денежные средства предусмотреть, чтобы убыточность предприятия, не допустить, точнее, убыточности предприятия по этой линии сферы. Также по линии поддержки жилкомсервиса в этом году у нас предусматривается закуп дополнительной техники в виде ассенизаторских машин. То есть пока речь идет у нас о 10 машинах, да? Ну, здесь мы должны объективно тоже судить о доходах бюджета городского. То есть исходя из этих возможностей, то есть мы будем обновлять технику нашим муниципальным предприятиям. И, соответственно, их конкурентоспособность на рынке, ну, мы должны. То есть никто им не запрещает при 100% выполнении муниципального заказа, так его назовут, да, и осуществлять коммерческую деятельность и развивать предприятие. Ну, в целом так могу добавить. Это по жилкомсервису. Напомню, И что по Экодорстрою. жилкомсервис — это вот то, что мы видим, все вот эти Венеции и так далее, те машины, которые приезжают, откачивать, это жилкомсервис. Не только. Нет, не только. Смотрите, есть часть, ну, основная часть — это машины жилкомсервиса. Есть машины подрядной организации, которые заключили договор с жилкомсервисом. Это по уличной дорожной системе, говорим. Если где-то у нас внутриквартальные проезды или прилегающие территории к многоквартирным домам, это непосредственно подрядная организация наших территориальных органов управления, ну, то есть управ. Все мы помним вот эти провокационные очень кадры с каяком или чем-то, резиновой лодкой, на которой гражданин, Да, горожанин Кирова 17/1, да? Да. перемещался, скажем так. Ну, реально, это просто такой иллюстративный момент, когда понятно, что высоты у нас совершенно разные, и рельеф, как бы, он отличается там и там, да, но сложились... Дмитрий, я суть вопроса понял, да? Да. Смотрите, я даже... Почему не предпринимались там Отвечу ничего, так. пока вот эта лодка не появилась? Отвечу так, да. Мы идем, мы приоритеты ставим от себя, где наибольшее количество благополучателей. То есть у нас мы парим те места, где ну, больше многоквартирных домов, где больше людей. В связи с тем, что вот появились в СМИ вот эти кадры, где-то видео, да, нам пришлось перекинуть пропарочную установку С другой точки. с другой точки, завести на вот этот 9-этажный дом, и он там стоял 2 дня, пропаривал. Там стоит насосная станция. Эта проблема, она решается, как насос запустится. То есть мы 2 дня потеряли из-за этих кадров, которые с фотографией, то есть с лодкой, а могли бы, ну, более оперативнее отработать. Вот это у нас Бестужево-Марлинского. В воде же стояло же. Мы оттуда перекинули, опять же, из-за фотографий, которые были в СМИ. Понятно, что информационное поле на вас оказывает действие. Оно и должно оказывать определенное действие. Скажем так, это обратная связь, это, скажем так, та часть конструктивной критики, возможно, замечаний, каких-то предложений, которые городские власти всегда должны получать. Но, на мой взгляд, обозреватели, вы, кажется, немножко опаздываете с ответами вот этими. То есть какой-то рупор городских властей, которые внятно, четко, доходчиво объясняют те или иные действия городских именно конкретно властей, нужно немножко проработать, и в этой части будет какой-то, то есть меньше нервов будет тратиться на такого вот вещи. Да. Но согласитесь, что вот при той ситуации, когда там лодка плавала, ну, невозможно было пройти элементарно до остановки, за хлебом выйти там и так далее. Так что ну, волей-неволей приходится жертвовать либо там подзадержать, либо это. Вот пропарочные машины. Все мы видим, что каждую весну пропаривают лотки. Лотки. Это вообще действенная мера? Конечно. Если бы у нас этих лотков не было бы, ну, мы бы, правда, тут была бы Венеция. То есть у нас на сегодняшний момент 56 километров лотков, пропарено на сейчас 23 километра. Ну, нам надо дойти до цифры 40 километров. То есть тогда ситуация полностью на территории городского округа стабилизируется. Те 16 километров, это у нас рассчитано уже когда пойдут дожди. Смотрите,
Имеется у нас 45 насос-станций перекачивающих и 47 водопропускных труб. Вот по ним мы также ведем работу по запуску и по пропарке. Сейчас исполнение практически составляет 68% по запуску насоса. А график был какой? Смотрите, тут график сложно выстроить. График-то есть, конечно, да, но опять же это у нас в ночное время отрицательная температура. То есть ребята, которые выехали на лоток или на насосную станцию, днем все пропарили, а ночью это прихватило. И они опять же приезжают на это место и повторно пропаривают. То есть проблем очень много в этой части. На самом деле, да, согласен абсолютно, потому что любой труд должен иметь эквивалент в каком-то финансовом отношении, он должен быть вознагражден, он должен быть амортизирован, скажем так, та работа той техники, которая задействована на ликвидацию той или иной проблемы. Согласитесь? У нас вообще край очень такой, там летом комары, дым, весной снег, осенью... 100 градусов перепад температуры что, да. У нас же скоро еще паводок ожидает. Как город... Мы еще отдельно вернемся к этой теме, да, но пользуясь моментом, что отцы, скажем так, коммунальных структур города в студии находятся, нельзя не задать этот вопрос. Как город готов к паводку? Опять же, из тех аномальных осадков, которые выпали у нас в этом году, вот сейчас на сопках у нас высота снега где-то достигает под метр. И этот снег все еще лежит. Мы прекрасно понимаем, что если будет дружная весна, будет большой объем воды. Те наши малые реки, это Шестаковка и Мархинка, непосредственно мы выезжали, осматривали наши гидротехнические состояния, то есть гидротехнические сооружения, в каком они состоянии. Часть из них обслуживают республиканские структуры, часть силами Якутдорстроя. Это в районе Магана. По Шестаковке также у нас мы рассмотрели различные сценарии рисковые. Если у нас же там как в Шестаковке 3 разветвления идет. Часть в сторону Владимировки, грубо говоря, часть в сторону Хатас, потом на пригородные выходит и уже в реку, да, и часть по основному кольцу идет у нас. Если у нас будет переполнение где-то из какого-то направления, будем оперативно экскаватором перерывать это. В дальнейшем, Дмитрий, я думаю, мы уже на карте вам покажем, более детально это объясним. В целом, эта ситуация по пропуску талых вод наших малых рек мы держим на контроле. Вчера у нас был объезд совместно с Управлением гражданской обороны и чрезвычайной ситуации. Выявили 2 проблемных момента. Эти детали, Дмитрий, я вам позже расскажу. Я думаю, к этому моменту уже решение по ним будет. Что ж, вообще, на самом деле это имеет 2 стороны медали. Да? Хорошо, что природа не была так милостива, потому что она выступила своего рода индикатором той нашей готовности, тех усилий, мер, которые мы принимаем на этот случай, да, когда природа идет против нас. Ведь будь год благополучнее, я согласен с человеческой точки зрения, что вам жилось бы гораздо спокойнее, спалось бы мягче, да? Но в тонусе держать, то есть просчитывать те моменты, ведь может быть и так далее. С этой точки зрения, хорошо, что снега нынче много. С другой стороны, как горожанин, я говорю, было бы гораздо комфортнее, если бы я сегодня, в этот день, выехал бы на сопку, полюбовался бы на подснежники, да, которые появились уже. А сейчас там, как вы говорите, лежит там метровая толща снега. Да? И вся эта масса, она... Природа пустоты абсолютно не любит. Она куда-то должна пройти, прорваться, залить, сойти, выйти на нормальный уровень, нормальный горизонт. С этим моментом, да, горожанам очень много проблем доставила нынешняя весна. И хотелось бы пожелать, на самом деле, не стойкости, а просто четкости, какой-то продуманности и, в конце концов, логики. Потому что от элементарной логики, можно же было снег частями вывозить, потихонечку понижать, скажем так, те объемы, чтобы в пору оттайки, не такое
количество осталось. Я согласен, что март навалил полностью, ну, практически 60-70% навалил за март. Да, когда Апрель, я скажу, Дмитрий тоже не отставал. тоже не отставал. Ну, Ну, Дмитрий, вы же сами прекрасно знаете, у природы нет плохой погоды. Тут уже она как скажет, так и скажет ему. Нам только надо максимально подстраиваться под эту ситуацию и минимизировать все вот эти риски и последствия. Вот что мы и делаем. ну и хотелось бы еще раз, вот, очень правильные слова вы сказали, то, что основу коммунального хозяйства нужно поддерживать, вплоть до того, что понятно, что проделанные уже там, по расценкам, там, по этим и так далее. Просто ребят у дорожников прибавилось в разы. Из-за БКАТ, да, из-за новых территорий, из-за того, что у нас ну, элементарно плотность, скажем так, расселения города, она увеличивается. Вот машин было, допустим, вот на этом пятачке там 50 на 50 метров 20 штук, стало 80, да? От этого же тоже все страдает. И не дай бог кто-нибудь на ГПшечке там не проедет к своему подъезду, в 1,5 метрах не остановится, он будет, извиняюсь, вонять до конца дней своих, да, то, что там эти плохо сработали, и те плохо сработали и так далее. Но еще раз, просто пожелаю муниципальным службам с честью выходить из вот подобных ситуаций. Ну, еще раз, мы живем в очень непредсказуемом краю. Просто вот прогнозы товарищ Маршалик еще одно доказательство. Понимаете, там стояли в пределах нормы в марте. Я понимаю, что они там саперы, они ошибаются каждый день и так далее. Но все вот это, я согласен абсолютно с Романом Ярославовичем Манзяк, который говорит, просто такого количества осадков. Но еще раз, Якутия, она живет и не в таких, там, Тикси вспомним, тот же Алдан и так далее. Надо быть готовым всему. И вот степень готовности к этим событиям это и доказывает о том, что власти работают нормально, власти работают хорошо. Пожелаю логики, усилий, сил. Ну и почаще выходите в контакт, давайте делать какие-то спецрепортажи и так далее. Просто весна во дворе, весна сложная. Я как ведущий темы столицы республики буду постоянно находиться с вами в очень хорошем контакте. Спасибо, Егор Ефимович, спасибо вам, дорогие участники нашего сегодняшнего эфира. Программа «Один из нас», и мы заслушали отчет, можно сказать, выездной руководителей жилищно-коммунального блока столицы республики, города Якутска. В нашей темной студии весна все-таки очень-очень непростая. Увидимся.